Всем привет! Хочу представить вашему вниманию разбор инцидента, произошедшего на финише. Владимир Камерилов утверждает, что ухо было порвано уже после того, как элитар лежал на приманке. Я же хочу вам доказать, что именно вот этот момент, который вы сейчас видите, послужил причиной травмы. Здесь есть запись с двух камер, и мы можем наблюдать. Дальше мы призываем простую физику для того, чтобы пояснить, что же там произошло. Сверху вы видите формулу расчета, а я поясню некоторые моменты. Итак, скорость верного в момент начала удара 14 метров в секунду. Это примерно соответствует 50 км в час. Скорость элитара мы принимаем равной 6 метров в секунду, что и так является на самом деле гораздо меньше, потому что с одного шага 21 км он не мог бы набрать. Опускаем время удара, так как мы считаем, что во всех остальных ситуациях будет тоже равным. И получаем, что удар составлял 300 ньютон. Вот мы смотрим этот удар. Это, конечно, все очень условно, но других вычислений у нас нет. Сейчас мы можем наблюдать, как ребята бодаются над приманкой. Вот Вера берет верного, чтобы забрать. Обратите внимание, что у нее нет даже одного разбега. И вот он делает один шаг в сторону элитара. Еще раз этот же момент. Вот опять берет. И вот этот самый один шаг. Именно тот роковой шаг, как по утверждению Владимира Камерилова, который послужил, собственно, причиной травмы. А дальше мы опять обращаемся к расчетам. Итак, элитар лежит, и больше его в этой системе мы не можем принимать, не принимать в расчет. Получается, что, опять же, мы берем 6 метров в секунду, как будто удар был 21 км в час, что, естественно, не соответствует. Но даже здесь получается, что 90 ньютон против 300. Как вы понимаете, шансов, что именно при первом ударе было порвано ухо, гораздо больше. Как минимум в 3 раза, а по сути 5 или 6 раз. По сути, здесь и расчет это ни к чему. Вы сами понимаете, что удар двух собак, движущихся на встречных курсах, причем верный бежит к приманке на полной скорости, а элитар успевает как минимум 2-3 раза шагнуть ему навстречу, будет гораздо сильнее, чем удар верного, который вырвался из рук хозяйки и пытается тюкнуться в приманку. Да и не было там агрессии. Если вы пересмотрите видео, вы увидите, что он машет хвостом и просто пытается также подобраться к приманке. Спасибо за внимание. Я знаю, вы сами во всем разберетесь.